На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре пятница, 30 декабря. Правительство Чувашии одобрило дополнительные меры поддержки детей-сирот в республике. Так, например, воспитанникам организации для детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, будут предоставляться ежемесячные выплаты на личные нужды, так называемые карманные деньги, что поможет развить навыки финансовой грамотности у ребят. Также дети-сироты старше 18 лет и лица, потерявшие родителей в период обучения по программам основного общего среднего образования, будут зачислены на полное государственное обеспечение. Новогодняя сказка на колесах. Сегодня на дороге Чебоксары выйдет ретро-троллейбус с Дедом Морозом. Прокатиться на троллейбусе, которому, кстати, почти 60 лет, сегодня может каждый желающий. Пассажиров встретят Дедушка Мороз со Снегурочкой. Праздничную атмосферу создадут не только сказочные персонажи, но и сам салон машины времени. Он украшен гирляндами и мишурой. Троллейбус будет курсировать по первому маршруту с 8 утра до половины 6 вечера. Отследить его местонахождение можно в приложении «Умный транспорт», где ретро-троллейбус будет обозначен на карте буквой «Р» или на сайте buschep.ru. С сегодняшнего дня чебоксарская маршрутка 7Э будет курсировать по измененной схеме, сообщают в столичной мэрии. Маршрут стал длиннее. Теперь пассажиры смогут доехать до остановки «Медицинский центр». Схему движения продлили по многочисленным просьбам жителей микрорайона Олимп. Пятница. Время традиционной рубрики «Мобильный репортер». Кстати, завершающей в этом году. Мы собрали подборку самых интересных фотографий и видео от народных корреспондентов за последнюю неделю 2022-го. Где только в преддверии Нового года чебоксарцы не видели Деда Мороза. То добрый волшебник поздравлял с наступающим праздником пассажиров 43-й маршрутки и угощал их конфетами, то разъезжал на усовершенствованных санях по городу, наполняя тем самым чебоксарские улицы сказочной атмосферой. А к воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних спустились целых 2 Деда Мороза. Сани оставили, видимо, на крыше. Появление волшебников за окном 2-го этажа стало для детей настоящим новогодним чудом. В преддверии Нового года принято подводить итоги. Почти весь 22-й мы знакомили вас с подопечными чебоксарского пункта передержки для бездомных собак «Право на жизнь». Для этого даже рубрику специальную запустили «Найди друга». На нашем сайте история 44 собак. Их всех волонтеры приюта нашли на улицах города, а некоторые питомцы и вовсе выросли на глазах работников пункта передержки. Можем с радостью отметить, что благодаря нашему проекту многие хвостатые нашли дом и хозяев. Куба, Белла, Хлоя, Белоснежка, Балерина, Диджей, Линда, Нова. Это имена тех, кто отныне не будет ютиться в вольере. Но это капля в море. В приюте несколько сотен собак. Оттого его работникам даже новогодние каникулы не полагаются. Утром 1 января они уже будут в строю. Оказать посильную помощь пункту передержки может каждый. Почистить вольеры, вывести снег, погулять с собаками. Особенно здесь будут рады сухим кормам и крупам. До Нового года осталось совсем ничего. Самое время зажигать огни на елке, упаковывать подарки родным и близким и составлять сказочное меню. Ну а я желаю вам хорошего настроения. До встречи в эфире.